Муниципальное бюджетное учреждение «Центр народного творчества Алгыс» находится в местности Кысылсыр Намского улуса Республики Саха-Якутия. Село Кысылсыр является первой населенной местностью на долине Энцели реки Лена, находящейся севернее со столицы Республики Саха-Якутия. Численность населения составляет 1629 человек. Значимым местом, центром духовного развития села, является Центр народного творчества Алгыс. Центр расположен в каменном двухэтажном здании, общая площадь которого составляет 1038 квадратных метров. Учреждение создано в целях организации досуга и приобщения села Кысылсыр к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам. Центр осуществляет свою основную деятельность в обеспечении условий для всестороннего развития личности в соответствии с ее интересами и способностями в области культуры и искусства, удовлетворение потребностей населения в реализации другой творческой инициативы и социально-культурной активности населения, сохранение и развитие народного самодеятельного творчества, культурно-исторических традиций. Ведется ряд мероприятий для развития учреждения. Повышение квалификации сотрудников и качественный подбор персонала на вакансии. Проведение опросов в виде анкетирования среди потребителей с целью улучшения качества предоставляемых услуг. Обеспечение разнообразия культурно-досуговой и образовательно-просветительской деятельности различных слоев населения. Приобретение лицензионных версий компьютерного программного обеспечения, обновление технической базы. Налаживание партнерских связей и заключение договоров о сотрудничестве с другими организациями социально-культурной сферы, меценатами, предприятиями малого и среднего бизнеса. Внедрение новых технологий в реализацию культурной политики в селе. Формирование гражданственности, чувства патриотизма и осознание самобытности и уникальности малой Родины. Развитие культурной деятельности, направленной на привлечение семейной аудитории, детей и молодежи, лиц с ограниченными физическими возможностями и малообеспеченных слоев населения. Организация форм работы с социально незащищенными категориями населения, что является прерогативой и обязанностью бюджетного учреждения. В центре функционирует 29 культурно-досуговых формирований, организованных с учетом наиболее популярных интересов и потребностей, а также возрастных дифференциаций населения села. Народный танцевальный ансамбль «Мечар» имени Александра Николаевича Кайомова, вокальные ансамбли «Сареда Татыик Досун», фольклорный ансамбль «Алгыс», спортивный клуб «Сканди», кружок мастериц ИСКО. Имеются любительские объединения по разным жанрам творчества. Одним из важных направлений работы Центра является изучение и сохранение национальной культуры и фольклора народа Саха. Кадровый состав работников учреждения составляет 18 человек, в том числе основной персонал 11 человек. Средний возраст основного персонала составляет 36 лет. В Центре народного творчества имеются зрительный зал на 180 посадочных мест, кабинеты для специалистов, кабинет для занятия коллективов, фойе, танцевальный зал, банкетный зал, звукостудия и костюмерная. Общая мощность звуковой аппаратуры составляет 3000 Вт. Имеется светодиодный экран, зрительный зал оборудован удобными креслами. Рабочие места специалистов оборудованы компьютерной техникой. Центр является победителем конкурсного отбора на предоставление субсидий из федерального бюджета и государственного бюджета Республики Саха-Якутия на мероприятии «Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры» в 2019 году. С октября 2022 года учреждение является участником федеральной программы «Пушкинская карта». Ведется онлайн-продажа входных билетов на мероприятия через билетную систему InTickets. Центр народного творчества «Алгыс» как культурно-досуговый и образовательно-просветительский центр для посетителей всех возрастных и социальных групп и в дальнейшем будет пробуждать общественную активность и развивать в них интерес к самореализации, коллективному досугу, здоровому образу жизни. Будет способствовать росту гражданского самосознания, причастности к культурно-историческим традициям, повышению интеллектуального статуса населения, воспитанию у населения чувства патриотизма и любви к малой родине, что соответствует стратегическим задачам в области государственной культурной политики.